Здравствуйте, мои дорогие. Маша Долчи, я приветствую вас на своем канале. Вот такое у нас солнечное, красивое утро, можно сказать, да, уже тепло. То эту неделю все-таки стояли такие, ну, прохладно было, 8-10 градусов. А сегодня прям лето-лето. Вот такие вот перепады погоды. Так, я после вчерашнего позволила себе полежать. Видите, уже лошадки пасутся, уже зелени у нас много. И надо прибраться. Вечер пакетов, всего, мусоров. Короче, делов много, как всегда. Как только погода начинает себя проявлять в хорошем плане, в такую погоду уже хочется на улице что-то делать. Это второй день после того, как я была на ифтаре у двоюродного брата мужа. Поэтому пришли оттуда поздно очень, уставшие, конечно. Но все равно такая, знаете, приятная усталость, что ты тоже участвовал в этом, что как бы в принципе вот даже не устаешь, когда вот так вот обслуживаешь, помогаешь, готовишь для людей, которые держали пост, которые пришли к вам в гости. Это хорошо. Приятная усталость. Но я, как я сказала, позволила себе полежать. Сейчас, так, сколько время? 8 часов 15 минут. И, наверное, минут через 10 приедут мои внуки. Сегодня суббота. И Мадина вчера предупредила, что приведет детей. Так, ну все. Ага, уточки мои прилетели. Мои уточки прилетели. Вот у меня работы очень много в палисаднике. Надо вот это вот все тоже почистить. Очень-очень много работы. Надо кое-что еще посадить. Рассада перетягивается уже. Рассаду пересадить. Ну, понемножечку. Все хорошо. Я уже как-то в какое-то время очень нервничала, что, в принципе, да, у меня в доме, во дворе, наверное, и рук 5 женщин мало будет, потому что, сами видите, участок большой, ну и нас много. Ну, а у меня только 2 руки, да. Ну, ничего, буду по мере, как бы, успеваю. Как буду успевать, так и буду что-то делать. Не буду сильно нервничать, переживать. От этого все равно ничего не успею. Потихонечку все сделаем. Что на первом месте сначала буду делать, потом уже дальше и дальше. Так, в огороде кое-что у меня там зашло. Я вчера проверяла. Ну, салатики зашли, по-моему, скорее всего. Их уже нужно и поливать. Ну, ладно, друзья, не буду болтать много. Пойдемте посмотрим, что у меня будет дальше происходить. Так, друзья, ну вот, сделаны мне вот такие вот брудеры уже. Я подключила лампочку. Это у меня в котельне. И сегодня мы будем переносить моих цыплят. Ой, вот так вот открывается крышка. Здесь уже тепло, хорошо. Так, вот 2 брудера. Сейчас покажу вам. Вот так вот 2 брудера у меня стоят. Так. И будем сейчас выносить моих цыпок первым делом, потому что им уже в коробке очень тесно. Они у меня уже выросли. Так, позвонила Мадина, что уже на подходе, везет детей. Мы уже соскучились, если честно, привыкли, что недельку 1 раз они к нам приезжают. И скучаем. Вчера как раз Джабраил говорил, что-то уже без детей скучно. Я говорю, завтра уже суббота, скоро привезут. Так. Гляну одним глазком. Ага, вон едет машина. Мне, вы знаете, что нельзя появляться на глаза зятю. Так что будем ждать за воротами. Сейчас Аишка зайдет. Прощаться.
нравится. Не удивляйся, что он голенький. Привет. Что? Не удивляйся, что он внутри голенький. Голенький? А почему голенький? У него только майка там. Почему? Жарко, что ли? Какое жарко. А. Ой, спать пойдем, я на работу. Аишка! Привет! Привет! Ой, ты мой золотой человек. Хаярзал. Привет, Андия. Привет, Ал. Привет, Ал. Да, привет, Ал. Ты скажи привет. Не рукой. Не поняла она, короче говоря. Аишка, все, в садике уже походила, да? Выходной? Пойдем? Пойдем. Так, ну все. Ой, сейчас выключу камеру. Аиша, Кифа. Так, вот. Поставили водичку с витаминчиками корма насыпали. И мы сейчас с Аишкой... Давай сюда, Аишка, стань туда. С Аишкой будем их туда отправлять. Ой, князьки хорошие. Давай, держи. Держи, халатца. Держи. Халатца. Не бойся, двумя ручками. Халатца не бешкица, халатца. Вот, сажай тебя сюда. Ты боишься? Цыпленочка? Халатца. А ты не бойся, держи. Не за шею держи. Вот так. Халять, чего халять? Вот, умница. Ты не туда кидать, а туда кидай. Это их домик уже, вот туда надо кидать. В их домик надо кидать. Вот так, держи. Халат. Ты не бойся. Кидай туда. Короче, Аишка у нас боится еще цыплят. Так, цыплятам странно здесь. Ну, давайте ваш новый домик. Ну, давайте. Бегите, ваш новый домик. Видите, как подросли мои цыпушки. Вот эти вот большие, это великан, порода такая. Позвонили мне. Видите? Эй, куртка. В шифонере, наверное. В шкафу. Так, потихонечку, видите? На, держи. Давай. Это не бойся его, Аишка. Холодцу. Вот, теперь ложи сюда. Вот, умница. На, держи. На, возьми мой, он будет спокойно. На. Боишься? Ну ладно, иди тогда свои мультики смотри, иди. Баба. Мы ждем. Все. Так, ну вот, друзья, перенесла я всех цыплят наших. Аишка убежала. Боится еще. Не привыкли они, как я сказала, брудеры маленькие. Но брудеры, друзья, маленькие, потому что эти брудеры для перепелят мы делали. Ой, один цыпленок остался. Делали брудеры для перепелят. И как раз у меня был вопрос в комментариях. Собираетесь вы снова разводить перепелок? Да, собираемся, уже думаем. Вот 2 этих брудера и 2 брудера еще делает мой сын. Поэтому он хочет. Вернее, не я. Я не люблю заниматься перепелками. Перепелками у нас занимается старший сын обычно. Ну вот, в принципе, если бы для них, то тут нужно было, чтобы кормушка была внаружи. В идеале у меня так когда-то были такие. Но опять-таки брудер это не клетка, поэтому у меня были клетки, в которых сидели вот так вот цыплята. Вот, была кормушка вот здесь вот снаружи, они высовывали голову через клеточку, вот так вот, ели. Тогда помещение им получается побольше. Ну пока ничего, хоть и тесновато, но ничего. Будет тепло, скоро уже даже выпускать их можно будет, мне кажется. Пока вроде бы не очень тесно. Так, и скажу вам, что
не без потерь. У меня сейчас одного цыпленка я забыла в клетке. Домашние цыплята, которые у меня были. Из них я потеряла 6. А так все нормально. И вот этот один вот слабенький. Всего 7 сидит слабенький. Но в основном, вы знаете, мне кажется, это моя вина, потому что когда их привезли, я думала, брудеры мне сделают сразу, привезли их рано. Ну, хоть и маленький пошел кушать. Так, вот выдвигаются, вот это вот, видите, можно будет их вычищать после них, у обоих вот так вот. Конечно, они пока корм будут немножко рассыпать. Ну вот, как-то так, друзья. Но они еще не умеют ходить по сеточке, потому что были в клетке. Машаллах, машаллах, машаллах. Будем надеяться, что птица моя вырастет, да? Так, Каспер мой ходит кругами здесь. Да, Каспер? Да? Что ты тут круги навиваешь? Так, ну вот как-то так. Здесь очень закопченная. У меня котельня надо будет. Ну, это после Рамадана только я здесь буду убираться в этой котельне. Мы тут ничего не делали под зиму. Для цыплят можно. Так, ну, наверное, им сейчас холодно, потому что у меня открыта дверь. Закрою дверь, немножко подожду. Если им будет жарко, то выключу лампочки эти. Так, лампочки пока просто подключены без выключателей. Но надо будет выключатели еще приделать. Видите, можно вон туда еще одну лампочку прикрутить. Уже можно такую обычную лампочку прикрутить, чтобы было светло ночью. Ну все, приживайтесь. С новосельем вас, мои хорошие. Вот так вот. С новосельем вас, мои друзья. Растите нам на радость. А я пошла дальше. Вкусно? Суп вкусней? А почему ты руки свои измазюкала, а? А ну покажи. Покажи, что с руками сделала. У тебя что, тетрадки не было? Ты сейчас все вывалишь что-то. Аишка, ты как сейчас будешь есть? Аишка проголодалась. Я Мухаммеду отнесла кашу. Мухаммед у нас уже у бабушки. А Аишке забыла совсем. Выношу рассаду, она мне ко мне прибегает. Мама, я суп хочу. Супа у меня нет, но у меня есть наша ингушская подлива. Вот Аишка туда макает хлеб и, как видите, ест. И Моська с ней пришел. Да, Аишка? Вот так. Вкусно? Бир bu ujal hayali. Аишка ест бир. Ты мясо тоже бери. Аська, Аиш, мясо бери. Мясо кушай. Кушай мясо. Вот так. Вот, возьми кусочек, поешь. Вот. Моське мы уже кинули 2 кусочка, но ей мало. Ему, вернее, мало. Королевский ореховый тортик решила нам сегодня на ифтар приготовить, испечь. Там еще шахмат, Если успеет, еще собирается делать шахматный. Так. В кадр тебя нельзя. Так, тут у тебя крем, да? Да. Так, ну, наверное, съемка будет и звук. Крем, тут безе. Это же безышка. И звук, и изображение, наверное, будет не то, но просто решила снять. Так, это же один торт весь, только коржи, да? Сколько там коржи? 3 коржа. Я хочу посмотреть, когда вместе все поставить, посмотреть выпечку. Печку мою проверить, короче. Да, если он у тебя нормально пропечет, то я буду заказы брать. Буду экспериментировать на твоей кухне. Мадина собирается брать заказы если получится у нее, Пока на Рамадан. 2 торта. На Рамадан просто 2 тортика. Шахматный и королевский ореховый. И нам будет сегодня тортик. Как раз что-то собиралась испечь. Думаю, давно ничего не пекла. Про себя думала, не успевала.
Хотела сделать наш хворост обычный, знаешь, какой. Вчера Ибрагима не заставила, послала купить кефир. Хотя бы такие толстый хворост сделать, не заморачиваясь. Как пирожки. Ну да. Ну, хоть чтобы что-то сладкое было. Всё. Теперь орех, да? Мгм. Смотрите, что этот мышонок тут вытворяет. Вкусный шоколад. Шоколад вкусный, Иришка? Да? Каспер тоже шоколадку хочет, да, Каспер? Ты тоже шоколад хочешь? А если вкусный шоколад? А бабушке дашь? Как мама не дашь шоколадку, дашь? Так, один готов. Такой вот он. Так, и вот такой вот шахматный торт Мадина сделала. Но это маленький торт. А если так, то, конечно, он делается побольше. Очень вкусный. Тут ореховая начинка. Безе, там еще внутри безе, орех, сгущенка. Мне очень нравится этот торт. Так, друзья, хочу вам показать, что тут происходит в моем инкубаторе. И немножко расскажу вам об этом инкубаторе и то, что со мной приключилось. Вы помните, я укладывала яйцо. Так, ну это уже с утра вылупились они, поэтому сухие. Вот этот еще вчерашний, вечером вчера вылупился. А вот эти трое только буквально вылупились, как видите. Еще тут 15 яиц, по-моему. Ну, вроде бы, я не знаю, вечером не проверяла, задохлики или нет. А проклюнутого больше нет. Значит, 8 штук выскочило. Был еще один, которому я помогла, но он начал лупиться с острого конца. А обычно, когда... А, нет, еще один лупится. Вот, смотрите. Еще. Ну, хотя 48 яиц было, но дело в том, что... Так, а ну-ка не пишите. Дело в том, что... Сейчас просто я не могу себя показать, я без хиджаба. И поговорить хочется о беседах. Ну, немножко. Хотя, когда выводятся, снимать нельзя. Сейчас, минуточку. В плане не снимать нельзя, а снимать крышку нельзя, когда выводится, охлаждать яйцо, я имела в виду. Так, ну вот на фоне вот таких вот бесед поговорим. Это в этом ящике были цыплята, как вы знаете. Я их сегодня утром вынесла. Вот. Дело в том, что я даже настолько расстроилась с этого инкубатора, вы просто не представляете. Помните, я заложила яйцо 9 числа. И 3 суток вроде бы температуру набирал, все было хорошо. Но я даже не думала и сном, и духом, что вообще оттуда что-то выведется. Я даже собиралась выкидывать это яйцо. Вот видите, как говорится... Диал фривуал хахц — это на нашем, а на русском пути Господни неисповедимы. Значит, им суждено было все-таки вывестись. И вы знаете, я настолько расстроилась, 2 дня не набирал инкубатор температуру. Никак, 37 и все. А должна быть температура хотя бы 37,8. Потом вроде бы набрал. Поставила стабилизатор, вроде бы не тянул свет, поэтому поставила стабилизатор, набрал. Сутки нормально работал, утром просыпаюсь, инкубатор не работает. А этот пенопластовый, я вам говорила, он у меня сломался. Ну, как сломался? Кусочки отвалились от него, короче говоря, так получилось. Ай, но что делать, яиц же жалко, все-таки 48 гусиных яиц. Я так расстроилась, что Джабраил мне его склеил. Он даже был у нас выброшен, поэтому такой грязненький, невзрачненький сейчас. Он склеил, я его почистила. Почти часа, наверное, 10. Яйцо было вообще без ничего. Просто я прикрыла одеялом, и все, они у меня лежали.
3 суток были в инкубаторе, потом без инкубатора. Инкубатор мы срочно повезли в ремонт. Сказали, через 20 дней сделают, но он до сих пор в ремонте еще и не сделан. Просто хочу вам объяснить, немножко с вами поговорить так, знаете. Даже расскажу, что случилось. Потом. И как раз это же было то время, понимаете, когда вот начались все эти неразберихи с каналом, что Ютуба не будет, что того не будет, этого не будет, и расстройство всякое. Вы сами знаете, как это было. Хотя уже у меня вроде бы я и рассаду начала сеять, и потихонечку стала приходить в себя. И такая вот напасть. И я еще про себя подумала, расплакалась, думаю, ну почему я такой невезучий человек? Вот как я теперь скажу, даже вот мне было бы неудобно перед вами, перед моими зрителями, как я скажу людям, что вот у меня такая оказия случилась. У меня постоянно на канале, ну не на канале, у меня постоянно в жизни что-то случается. Я постоянно куда-то падаю и проваливаюсь, но не иду в рост. И даже своим девчонкам, подружкам, ну не девчонкам, не подружкам, сказала только одной, что вот так и так у меня произошло, что ну почему я такой невезучий человек, что я вот, у меня даже вот в этом не получилось. И я, наверное, не буду ничего снимать, я закрою канал. Людям нужно, чтобы было что-то, что вперед человек идет, что у него все хорошо. А я не могу ничего. То у меня там в огороде что-то пропадает, то у меня цыплятами что-то, то у меня, вот видишь, гуси. И вот, короче, пожаловалась на всю свою жизнь, наверное, ей. Она меня, конечно, ну, не поругала, но сказала, ну и что ж тут такого? Как есть, так и есть, ничего страшного, и не думай об этом, и не плачь. Действительно, не хочется, друзья, конечно, чтобы в такое тяжелое время говорить, что вот у меня ничего не получилось. Я даже вот много говорю, что не успеваю, тоже думаю, ну все-таки слишком много говорю, не успеваю. Людям не надо это, люди же хотят, чтобы и было все хорошо, и успевала, и все. Но, не знаю, приукрашать и врать я тоже не люблю. Ага, видите, их вытащили, от все пищат, которые в инкубаторе, они еще мокренькие. И вот даже через этот инкубатор настолько расстроилась. Потом, уже через день, наверное, просто сама себя думаю, ну как мне не стыдно даже перед Богом. Ну и что ж, это же только гусята, это же только гуси. Если бы даже получились, вывелись гусята, ну и что ж тут такого? Почему у меня не получается? Получается. Как получается, как мне суждено, так и получится. Действительно, друзья, это вот все мои мысли. И я просто даже попросила прощения у Всевышнего за то, что вот я вот так сказала, подумала, что мне не повезло. Почему мне повезло? У меня прекрасных 5 детей. Они все живы и здоровы. У меня внуки живы и здоровы. А гусят можно же купить. Вот это я продумала по себе. Гусят можно купить. Если даже никогда в жизни их и не купить, без гусей можно всю жизнь обойтись. Почему? Ну и что ж, скажу, что как было, что инкубатор сломался, что яйцо пропало, и все. И вы знаете, просто себя взяла в руки. Грех не жаловаться. Да, у меня очень сложная жизнь. Да, я прохожу через многие сложности, но мне Всевышний же дает какую-то надежду, дает сложности, но дает и выйти из этих сложностей достойно тоже какие-то силы. И поэтому я решила, нет, я буду снимать, и с тех пор вы сами знаете, что я через день, иногда и каждый день начала снимать, вопреки всему, пускай нет зарплаты, пускай нет ничего, пускай, пока будет YouTube работать, я буду выпускать, и я буду, как и раньше, говорить как есть, показывать как есть, что у меня есть, успеваю, не успеваю, выводятся, не выводятся, делаю, не делаю, как есть, друзья. Ну, а кому не нравится, пусть, я не знаю, наверное, не будет просто смотреть. Но я не думаю, потому что от моих подписчиков, друзья, идет такая теплота, такая энергия, что действительно мне хочется жить и мне хочется снимать. Опять идут разговоры, что YouTube закроют. Опять, если честно, мне грустно, потому что, ну, не хочу я расставаться с вами. И не хочу, я не понимаю этих платформ на Яндексе, хоть мы и открыли там что-то. Во-первых, в Яндекс.Дзен нужно, чтобы отправить ролик, нужен ноутбук или компьютер. У нас такого нет. Мы пользовались до сих пор Мадининым ноутбуком моей дочери. К сожалению, он сломался.
чинить его тоже, по-моему, не резон, потому что у него сгорел экран, а он стоит там 7-8 тысяч. Мне кажется, это даже не стоит делать. Короче, в Дзен отправлять ролики у меня не получится. В Рутуб это такая вот непонятная платформа действительно для меня. Тоже, не знаю, не хочу, наверное. Но если бы был как сейчас есть, как есть YouTube, я пока будет работать этот YouTube, буду выкладывать в YouTube. Как он закроется, все, значит, наверное, скорее всего, меня нигде не будет. По крайней мере, у меня пока такие вот мысли. А там, не знаю, посмотрим, зарекаться не буду. Потому что, как я говорю, я привыкла уже вот работать как бы для людей, можно получается, да, что вот делиться с вами, показывать вам что-то, общаться с вами, какие-то свои мысли выговаривать. И мне это очень интересно. Вот такая вот оказия произошла у меня с гусиным яйцом. Я с яйца, с гусят перешла на YouTube. И да, продолжу дальше. Все-таки всегда перехожу с одного на другое. И все-таки мне было очень жалко эти яйца. Но в основном я знала, что первые где-то 20 яиц, что они не будут нормальными, потому что они лежали больше месяца. А инкубационный период, ну, для инкубационного яйца нужно только 10, ну, максимум 15 дней, чтобы лежало яйцо. Оно больше месяца собиралось, поэтому я точно была уверена, что половина-то негодные, по идее. Ну, не была уверена, но так мне казалось. И потом, короче, положила я туда яйцо. Была не уверена, как я сказала. Но делала все, что надо. Налила водичку. Опять этот инкубатор не набирал мне температуру. Показывал 37,6, 37,5. Положив туда вовнутрь градусник, тоже 37,5, 37,6. Температура больше не поднималась. Не знаю, вот видите, значит, была все-таки судьба вывестись этим гусятам. Я собиралась выкинуть яйцо. Думаю, ну 37,5, что там выведется. Но первую неделю должна была быть хотя бы 37,8, 38, а потом уже 37,5 для гусят было нормально. Но видите, значит, и так было более-менее нормально. И я их... Но единственное, что вот я им делала, я переворачивала яйцо и подливала водичку по мере, как мне нужно было. Но я забыла, что, я же давно не выводила гусят, что их надо еще и смачивать яйцо. Признаюсь честно, не смачивала яйцо и регулярно не охлаждала. Их тоже нужно охлаждать. Но температура была такая, видимо, что и не надо охлаждать. Но где-то на 10-й, на 12-й день я все-таки фонариком от телефона просветлила, посмотрела, есть ли зародыши. И вот в этих вот 20 с лишним яйцах, вроде бы, ну, не во всех я видела, в каком видела, что какие-то зародыши все-таки есть. Ну, думаю, значит, судьба. А остальные я выкинула. Они были, во-первых, какие-то неоплодотворенные, какие-то в одном-двух и задохлик был. Короче, вот так вот произошла у меня история с моими гусятами. А вчера вечером, зайдя сюда, здесь же у меня еще вчера были цыплята мои в этом ящике, чтобы перед сном покормить своих цыплят, напоить их, смотрю, что-то пищит. И один из них, гусят, вылупился. Я-то совсем забыла и про число, что они должны вылупиться, что им пора. Просмотрела, вроде бы 7-8 штук еще проклюнутых. Обрадовалась. А сегодня, видите, они еще вывелись. Но вот которому я помогла, все-таки не вывелся. У него желток, оказывается, не зашел. Я его выкинула. Вот такая вот история, друзья, у меня с гусятами. Так что, действительно, мы не знаем, что будет с нами через не то что день, минуту, даже через секунду. И не знаем, что у нас выведется, что у нас не выведется, что родится, что не родится. Все в руках Всевышнего. И действительно, в этом только утверждаешься, что ничего мы в этой жизни не решаем. Все за нас уже давно решено. Мы просто должны прожить. Но должны прожить, конечно, достойно. Вот так вот, друзья. Я не буду много умничать, но я все-таки хоть 8 штук вывелась. Я очень рада этому. Ну и что ж, у меня было как раз 7 гусей. Вместо них у меня будут новые 7-8 гусят. Вырастут, если, конечно, вырастут. Еще я не уверена, что они вырастут. Но будем надеяться, что нам суждено из этих гусят.
Значит, будут. Ой, Дима, мой холосик. Они такие хорошенькие. Вот, у меня еще остались 2 гуся, 2 гусыни и гусак. И у меня вместе с ними, друзья, опять я не знаю, что из этого вылупится, потому что легла гусыня. Вот как раз через день-два после того, как я заложила в инкубатор яйцо, у меня легла гусынина яйца. Но когда я эту гусыню ей сделала гнездо в другом месте, она оттуда уходила. Я вернула обратно, но к ней постоянно подсаживаются гуси, неслись, курочки там несутся. Не знаю, что она там выведет, но несколько дней еще подожду, посмотрю, что там у нее. Я ее яйцо не проверяла, как-то ночью забываю зайти проверить, а при свете не будет видно, что там. Может быть, так затемню как-то, зайду куда-то, посмотрю. Короче, надо проверить, что у него там с гусятами. Может быть, эта гусыня возьмет этих, я надеюсь. Очень бы хотела, чтобы она их взяла, и они были бы вместе. Очень люблю, когда вот за гусями, за гусыней, за уткой, за курочкой, вот именно за этими вот, за мамочками бегают детишки. Вот так вот. Ой, как позирует гусенок. Ой, Тимон, золотой, золотой. Тимон, золотой, золотой. Ну все, пошли дальше.